Привет, дорогой друг, а на связи снова я, Юля, и наш с тобой канал «Прочитаем с Юлией Левченко». Точнее, мы здесь с тобой научимся читать. Я считаю, что все должны научиться читать по-казахски. Так что лайки, шмайки, комментарии, репосты приветствуются. Подписки обязательны, ну а если ты не подписан, я прям удивляюсь, почему еще нет. Давай подписывайся и делись со всеми. Итак, поехали. Сегодня у нас такая фраза. Синоним, антоним сөздерді жаттаңдар. Синоним, антоним сөздерді жаттаңдар. Синоним, антоним сөздерді жаттаңдар. А перевод таков. Выучите наизусть слова-синонимы, ну или антонимы соответственно. Итак, разбираем каждое слово по слогам. Я думаю, слова синоним и антоним разбирать не надо. Но если вдруг у тебя не получается, напомни, что принцип чтения очень схож в русском и в казахском языках. Просто делим по слогам и учимся читать. Итак, поехали. Слово сөздерді. Сөздерді. Напомню, как прочитать букву О с черточкой посередине. Все очень просто. Берем слово пес, убираем букву П, и в данном случае буква Ё будет звучать как Попробуй. Пес, убираем букву П, и у нас остается Өс. Пес, Өс. Вот и в слове сөз она присутствует. Сөздерді. Сөздерді. А теперь напомню, как читать букву или палочку с точкой. Опять же, кончиком языка упираемся в нижние зубки и чуть-чуть улыбаемся. И у нас получается звук О или палочка с точкой. Теперь собираем слово целиком. Сөздерді. Сөздерді. Едем дальше. Слово жаттаңдар. 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 Смотри, я каждое слово делю по слогам, но образование слогов иногда у нас с тобой может отличаться. Главное, чтобы это для тебя было удобным. Удобным в научении чтению, если можно так сказать. Здесь нам с тобой нужно научиться читать букву Н с хвостиком. Опять же, все очень просто. Кончиком языка тянемся к верхнему небу и произносим обычную русскую букву Н. И у нас, если мы не дотянемся до него, получается звук Вот так легко и просто. Жаттаңдар. Но есть еще варианты. В английском слове English сочетание буквы N и буквы G как раз таки дают вот этот вот сонорный звук либо французский язык в помощь. Я с ним не очень дружу, поэтому надеюсь на тебя. Итак, ты научился читать новое предложение. Синоним, антоним сөздерді жаттаңдар. Вот так все легко и просто на самом деле. Делись с друзьями, подписывайся, комментируй. Пока-пока.